Служба информационной политики администрации президента вынесла на общественное обсуждение новый законопроект о средствах массовой информации. Редакция Fact-Check KG проверила текст законопроекта на уникальность. С помощью сервиса по анализу текста выявлено, что законопроект был практически полностью скопирован с проекта закона Российской Федерации о средствах массовой информации. Было обнаружено сходство 53 статей документа, причем степень этого сходства составила от 66 до 100%. Стоит отметить, что наименьший процент сходства был выявлен лишь в нескольких статьях. Номер 1 – 66%, номер 33 – 65% и номер 4 – 71%. В остальных статьях разница заключается в названиях государственных органов и стран, то есть просто заменена Российская Федерация на Кыргызская Республика. Что стало причиной изменения закона? В справке об основании говорится, что такое решение было принято в связи с устареванием действующего закона о средствах массовой информации. Текущий законопроект был принят в 1992 году, а в последующие годы в документ вносились правки и дополнения. Законопроектом предлагается внести большое количество изменений в вопросах правового регулирования деятельности СМИ по сравнению с действующим законом, которые имеют наиболее высокие риски ограничения прав и свобод человека на свободу слова и выражения. Какие есть риски для свободы слова? Ограничение работы иностранных СМИ. Согласно проекту закона, зарубежные средства массовой информации смогут осуществлять свою деятельность в Кыргызстане только после аккредитации в уполномоченном органе. В перспективе есть большая вероятность изоляции информационного пространства Кыргызстана от внешнего мира. Расширяются возможности принудительной ликвидации СМИ путем приостановления, прекращения деятельности СМИ, а также признания недействительными свидетельства о государственной регистрации СМИ. Проектом закона предписывается, что до 1 июня 2023 года все СМИ должны пройти перерегистрацию. Те СМИ, которые ее не пройдут, будут признаны ликвидированными. Цитата из анализа правовой клиники «Адилет». Создаются благоприятные условия, способствующие повышению полномочий должностных лиц и преследованиям не только СМИ, но и физических лиц под видом проявлений злоупотребления свободой слова. Все эти обстоятельства в их совокупности могут приводить к произвольным и несоразмерным ограничениям права на свободу выражения мнения, что недопустимо в демократическом правовом государстве. Из анализа Института Медиаполиси, цитирую, «Роль независимых СМИ, свободных журналистов заключается в том, чтобы быть тревожной кнопкой, пожарной сигнализацией, предупреждая общество на ранней стадии о системных ошибках или надвигающихся кризисах в управлении. Освещение журналистами проблем позволяет уполномоченной обществом власти предотвратить или смягчить негативные последствия от ошибочных решений. Однако нередко журналистские расследования угрожают определенным корыстным интересам во власти. Для того, чтобы заглушить эти голоса, и предлагается данный законопроект». Конец цитаты. Вывод. Новый проект закона о средствах массовой информации, внесенный на общественное обсуждение Службы информационной политики администрации президента, представляет собой частичный плагиат соответствующего закона Российской Федерации. Степень сходства статей закона составляет от 66 до 100%.